Феномен казаха – секретное оружие, о котором не знает мир. Вы когда-нибудь задумывались, почему ученики из обычных аулов вдруг едут в Европу или Америку и забирают там золото? По математике, физике и другим дисциплинам. Почему наши девочки в шахматах сегодня просто выносят весь мировой пьедестал, первое, второе и третье место сразу? Наши айтишники делают системы, которыми мы пользуемся каждый день, и ЕГОВ, Каспи. Пока в других странах бегают с бумажками и штампами, у нас прописка, продажа домов, машин делаются за минуты в телефоне. Мы оплачиваем переводы, покупки ладонью. Это сервисы мирового уровня. Их создали наши ребята, те самые, что вчера сидели за партами в обычных школах. Это не случайность. Это живой интеллект нашей Земли. Итак, все начинается с языка. Казахский язык – это не просто слово, это особая операционная система для мозга. Те, кто оканчивает казахскую школу, получают удивительную гибкость ума. И это передалось по генам. Сегодня девятиклассник из региона решает задачи, над которыми ломают голову ученые на Западе. И при этом он не теряет своего корня. Он не робот, он наследник цивилизации, которая всегда умела выживать и побеждать в самых жестких условиях. Чтобы удерживать такую огромную территорию веками, нужно было иметь феноменальную дисциплину и системное мышление. Кочевник – это стратег по неволе. Ему нужно было рассчитать маршрут, погоду, ресурсы, силы врага. Это и есть алгоритм. Поэтому современный казахский школьник из аула, щелкая задачи по физике, как орехи, у него в подсознании заложена способность просчитывать варианты на много ходов вперед. Если раньше предок доходил до Адриатического моря или Китая в седле, то сейчас потомок доходит до топовых позиций в Microsoft или Google через свой ноутбук. Сегодня язык как секретное оружие. Когда казах учится на родном языке, он задействует те участки мозга, которые отвечают за глубинную логику предков. Те, кто оканчивает казахские школы, часто становятся двухъядерными. Они сохраняют кочевую смекалку и накладывают на нее современные знания. Поэтому они и рвут Олимпиады Европе. Наши ребята сейчас завоевывают мир, но уже не мечами, а интеллектом. Американские вузы, Кремниевая долина, ведущие лаборатории Европы. Наши ребята там везде на виду. Как-то спросили у Дима Шкудеберген, сколько времени он выкладывается на репетициях. Ответ был прост: я не напрягаюсь. И он был прав. Нам, казахам, многое дается легко. А также феномен казаха возникает там, где современный код ложится на древнюю основу. У нас не принято орать на детей или сидеть сложа руки, когда гость переступил порог. Внутренняя дисциплина, уважение проявляются во всем. Потому что порядок в голове рождает порядок в делах. Когда девушка в Маагнуме бросает свои задачи, чтобы помочь найти товар, это не просто услуга. Это культура, доведенная до жеста. Я часто вспоминаю свою бабушку: хрустящий белый платок, серебряные перстни, степная аристократия без титулов. Она никогда не повышала голос, но ее достоинство было железным. В этом и есть наш настоящий код: уважать старшего, не унижать младшего, быть собранным без крика и показной строгости. Но парадокс в том, что мы уже живем в будущем, а вокруг все еще бродят тени прошлого, вечное недовольное мурлыканье бабуль-бледналиц и диванных партизан. Они спорят, оценивают, поучают. А культура не спорит, она просто живет в человеке. И если мы хотим, чтобы этот код не растворился, его нужно держать живым в главном носителе, в языке. Потому что уважение звучит по-разному на разных языках, но по-казахски оно имеет свои оттенки, свою глубину, свою память. Поэтому все просто. Учите казахский язык. Не из обязанности, из достоинства. Не из страха потерять, из желания сохранить. В нем звучит тот самый внутренний порядок, который делает нас собой. И в заключение. Один казахский феномен в шахматах – мировое господство.
Казахстан официально стал страной номер 1 в женских шахматах. Факт: женская сборная Казахстана Бибисара Асаубаева, Мируэрт Камалиденова и другие взяла серебро на Всемирной шахматной олимпиаде, обойдя сильнейшие команды мира. Казахстан вошел в топ-3 мирового шахматного рейтинга. Наши девушки сильнее гроссмейстеров из США и Европы. 2 математика и физика, золото из сельских школ. Наши ребята из обычных и специализированных школ РФМШ, НИШ, КТЛ стабильно забирают медали на самых престижных олимпиадах АМО, математика и АИФО, физика. Факт: на 65-й Международной математической олимпиаде АМО 2024 сборная Казахстана завоевала 6 медалей, войдя в число сильнейших команд планеты. 100% результат. Каждый участник сборной Казахстана на мировой олимпиаде по математике возвращается с медалью. 3 робототехника, победа в Сингапуре и США. Это как раз про ту смекалку – собрать лучшее из ничего. Факт: казахстанская команда школьников дробила мировые рекорды на чемпионате First Global Challenge. Наши ребята из обычных регионов выигрывают у команд, спонсируемых гигантами вроде Apple и Google. Казахстанские школьники – чемпионы мира по робототехнике. Мы обходим Кремниевую долину по качеству инженерного кода. 4 цифровой ЕГОВ – мировое признание. Факт: согласно отчету ООН UN E-Government Survey, Казахстан входит в топ-10 стран мира по качеству онлайн-услуг онлайн-сервис индекс, опережая Канаду, Германию и Австралию. Казахстан – номер 1 в СНГ и топ-10 в мире по цифровым КС-услугам. Прописка и регистрация бизнеса за 1 минуту – это наша реальность. 5 IT-экспорт – наши мозги кормят страну. Про то, что наши программисты делают продукты для мира. Факт: экспорт IT-услуг Казахстана превысил $500 миллионов в год. Наши ребята из Астана Хаб пишут софт для крупнейших логистических и финтех-компаний мира. Интеллект вместо нефти. Экспорт казахстанских IT-технологий растет в геометрической прогрессии. Список можно продолжать. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Переходите на Boosty по ссылке в описании. Там найдете много интересного. Автор: Галымжан Чауитов.